Тумусов Федот Семенович. Спасибо. Я от имени фракции. Пожалуйста. Уважаемые депутаты Государственной Думы, буквально несколько дней назад я был в Булунском и Анабарском районах Республики Саха-Якутия. Это арктические районы, и они расположены прямо у Ледовитого океана. И вот как раз там мы обсуждали проблемы, навигация закончилась, северный завод закончился, но там вот те проблемы, которые в течение последнего ряда лет возникают. Вот, например, в Булунском районе там точно проблема горюче-смазочных материалов, и точно проблема завоза хлебом, и точно завоза медикаментов, и овощей, и фруктов. То же самое в Анабарском улусе. В Анабарском улусе там вообще горючего осталось на месяц для того, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией. Значит, и сейчас там находится заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, чтобы в оперативном порядке, пожарном порядке решать эти проблемы. Значит, почему возникают такие проблемы жизнеобеспечения наших северян? Дело в том, что в нашей современной России нету северной государственной политики. Раньше при Советском Союзе такая политика была. И северным завозом занималось центральное правительство. Это была целая государственная политика по обеспечению северов продуктами питания, товарами народного потребления и горюче-смазочными материалами. И эта государственная политика, прежде всего, мы ощущали в том, что заработная плата на северах была 2,5 раза больше, чем на материке. А цены были низкие, такие же, как в центральных районах страны. Сегодня с точностью да наоборот. У нас заработная плата ниже, а цены 2-3 раза больше. И, естественно, люди всегда задают вопрос, мы вообще нужны России или не нужны? Наша фракция «Справедливая Россия» считает, что мы, северян, должны рассматривать как стражей России. Они реально являются стражем России. Если на севере люди живут, значит там есть Россия. Если на севере людей не будет, там России не будет. Поэтому и государство должно относиться к нам, к северянам, как к стражам России. И соответствующим образом выработать современную государственную северную политику. И прежде всего заботиться о социальном самочувствии каждого северянина. И в этой связи предлагаемые законопроекты, они, конечно, решают очень важные, жизненно необходимые. Представь себе, обеспечение хлебом, да? Это самое первое необходимое. И мы вынуждены решать его в узком. Коллеги правильно задают вопрос. Почему мы только хлеб взяли? Там же много проблем. И медикаменты, и овощи, и фрукты, и витамины, и другие очень нужные для северной жизни, для жизни северного человека продукты питания и товары народного потребления. Потому что правительство и Госсобрание Республики Саха-Якутия вынуждено сузить этот список, потому что оно понимает, оно не пройдет согласование ни в правительстве нашей Российской Федерации, ни в комитете бюджетном. Потому что придумывают всякие разные крючки и точки, слова, чтобы отклонить предлагаемый законопроект. Но хотя бы с хлебом надо решить. И поэтому такой тактический ход. На самом деле назрела острая необходимость разработки концепции государственной северной политики, чтобы она была, и там были четко отражены вопросы обеспечения и ценообразования, и северного завоза, и других вопросов обеспечения нормальной жизнедеятельности на наших северах, на северах Российской Федерации. Фракция «Справедливая Россия» решила оба законопроекта поддержать. И понятно, что первый законопроект Республики Саха-Якутия, он имеет все возможности для того, чтобы Государственной Думой был поддержан. И мы за этот законопроект и за второй тоже будем голосовать за. Спасибо. Спасибо. Абрамов Иван Николаевич.